Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Открытое акционерное общество «Республиканский проектно-изыскательский институт» «Якутпроект» занимается выполнением проектной документации на строительство различных объектов в республике. О деятельности учреждения мы поговорим сегодня. Гость в студии Иван Шишигин, председатель Совета директоров акционерного общества «Якутпроект». Иван Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот каковы истоки вашего предприятия, да, преемники какой организации, ну, вообще чем занимается Якутпроект? Ну, начнем с того, что вообще система проектного дела сегодня, конечно, имеет свою долгую и богатую историю. Наша фирма образовалась 1 марта 1999 году. Как бы учредителями там где-то состояли 27 сотрудников, профессионалов проектного дела. С тех пор мы уже 25 лет в рынке строительного комплекса. Ну, скажу, что одно, да, мы сегодня коллектив такой сплоченный, профессиональный, занимаемся системой проектного дела, начиная изысканий, комплекс проектирования, изыскания, разработка проектно-сметной документации, сопровождение, прохождение экспертизы. Ну вот в целом, коротко, наша деятельность. Угу. Вот каким образом, да, удалось сохранить коллектив в достаточно сложные времена? Ну, скажем так, да, были, да, времена тяжелые. Если взять период, советский период нашей вот этой страны или республики, да, тогда была стабильная ситуация, да, там, конечно, существовали проектные крупные институты, но мы пережили те 90-е годы, ну, как я сказал, мы как бы образовали какую-то новую схему, структуру проектного института, так называемого акционерного общества «Якутпроект». Ну и за счет профессионализма и сплоченности нашего коллектива удалось пережить вот этот период. Ну вот что из себя представляет сегодня, да, открытое акционерное общество «Республиканский проектно-изыскательский институт» «Якутпроект»? Ну, это начнем так, чисто. Это проектная фирма комплексного проектирования. Оказываем услугу комплексную, начиная, как я уже повторюсь, изыскание, разработка проектов, прохождение экспертизы, сопровождение проекта. Вот. Ну, наш коллектив сегодня составляет около 30 сотрудников. Имеем связь большую как бы нашими коллегами по всей стране. Вот. Поэтому уверенно смотрим на будущее. Угу. Ну вот ваши клиенты в основном это строительные компании. Ну да, наши заказчики, в основном наши местные якутские застройщики, ну и так далее, государственный заказчик тоже немаловажную роль играет. А вообще, что такое вот проектная документация, да? Что она в себя включает? Ну, для обывателей, конечно, сказать там техническим сложно будет, попытаться объяснить, что такое проектная документация. Но это проект, то есть чертежи, которые ложатся за основу строительства любого здания. Будь он жилой дом, будь это огромные такие комплексы, да, без проектной документации, где разрабатывается, вот, начиная, скажем, изучение фундамента, где площадка, где будет строиться, разработка фундирования фундамента, несущие способности, расчеты, архитектура, поиски, долгие, мучительные. Ну и, само собой, выдача документации для строителей, по которым сейчас строятся наши дома и здания, сооружения. Ну, коротко вот так. То есть, получается, вы ведете также все расчеты по материалам, какие материалы нужно использовать, да, по высотности зданий, да, чтобы они были устойчивы, тоже да, все эти факторы учитывать. Это очень, так сказать, сложная работа, если так глубже копнуть, да. Но, тем не менее, мы справляемся. Угу. Ну, вот те технологии, да, в советское время, которые применяются, да, свайные технологии, они сейчас остаются актуальными или есть какие-то новые технологии при строительстве? Вы же знаете, у нас край суровый, вещи мерзлота, тут не каждый сумеет разработать проект, поэтому вот наши проектные местные институты, да, вот этим успешно занимаются. Наработали огромный опыт за столько лет существования, поэтому сегодня мы как бы любой сложный объект готовы разработать и проектировать, и построить. Ну, кстати, такой возник вопрос, да, какая максимальная этажность, да, жилого дома сейчас может быть, например, вот у нас в Якутске? Ну, вы же видите, в городе, да, появляются высотки. Да, появляются высотки, да, я почему высотки, да. Мы интересуюсь. раньше выше 5 не проектировали, да, было время, да. Сейчас, значит, у нас как жизнь меняется, условия меняются, технологии меняются. Мы сейчас способны, ну, сегодня в Якутске до 16 этажей, это
как бы Это максимальная... Это в практике есть такое. Такая да. есть практика, Это да. жилые дома, да. Ну, возможно, и выше, Ну, если зависит от заказчика и желания заказчика. Мгм. Ну вот какие, да, может быть, самые интересные и оригинальные проекты вспомните, да, или вы разработали за последние годы, что-то отметите? Ну, ну, что сказать-то, наша работа, наши труды, ну, как бы перед горожанами вот прямо на улице стоят, да. Но мы сейчас гордимся, ну, если так перечислить немножко, вот здание аэропорта, помните, Якутск, да? Казалось бы, небольшой объект, там, двухэтажный, ну, там технологически насыщенно, там столько технологий, столько там требований. Мы вот это здание сумели вместе с нашими коллегами разработать. Сегодня аэропорт существует. Это наша гордость. Далее, смотрите, вот спортивный комплекс «Триумф». Для нашего условия это огромное здание. Вы видите, там огромное здание. Ну и, соответственно, мы справились с этой задачей. Ну и таких объектов интересных много. Вот государственный цирк, например. Мгм. Интересно же ведь, да? Вот здание СВФУ, ну и так далее, и так далее. Очень много зданий нашими проектами вот построено. А сколько времени занимает разработка одного такого, да, подобного, может быть, крупного проекта, да, и сколько человек участвует в разработке такого проекта? Ну, тут есть, как бы, понятие есть такое, разработки, разделы есть, да. Ну, минимум там сотрудников в одном проекте сотрудников привлекается, ну, сотрудников 20 минимум. Потому что столько много разделов, да, это коллективный труд. И притом очень сложный, слаженный труд. Поэтому сказать вот это по времени тоже сложновато, потому что все зависит от габаритов, от объема зданий и сложности зданий. Так что сразу не скажешь, до столько дней, месяцев. Мгм. Все зависит от объема. То есть может длиться месяцами, может быть, даже и годами. Годами, да, годами. Мгм. Мгм. Ну вот на сегодня, да, какие у вас интересные проекты в разработке? Ну, И, наш вот, и чем они, да, интересны? Ну, я же как говорил, да, мы комплексно вот это проектированием занимаемся. То есть сегодня мы занимаемся объектами здравоохранения, жилищно-гражданские объекты. Конкретно вот их перечислять, это очень долго. В всяком случае, мы сегодня заказами обеспечены. Объекты, скажем, вот это, ну, генеральные планы, документы территориального планирования. Для обывателя это сложное понятие. Если коротко сказать, это генеральные планы населенных пунктов, городов. Инженерная инфраструктура. Это как бы незаметно, но это огромный объем работы. Инженерное обеспечение городов, населенных пунктов. Вот в последнее время, да, на слуху такое понятие мастер-план Якутска, он уже утвержден президентом, был на рассмотрении. Вот Якут-проект каким-то образом будет участвовать в реализации мастер-плана? Уже приходили ли к вам, может быть, с этим мастер-планом? Насчет мастер-плана, генерального плана города Якутска, мы испокон веков как бы являемся соавторами вот этих документов. Но сегодня, конечно, вот этой работой занимаются и другие коллективы творческие, да. Но базовый документ заложен нашим институтом. Мы очень много раз как бы работали над генеральным планом не только города Якутска, и многих городов, населенных пунктов. Мгм. Ну вот, есть ли возможность, да, заказать у вашей компании, например, проект частного дома? Обращаются ли к вам с такими предложениями? И вообще трудно ли разработать проект частного дома? Наверное, проще, конечно, чем такие крупные Это объекты. как бы одно направление, да, это индивидуальный сектор, вот это, допустим, да. Ну, почему бы нет? Пусть обращаются, но мы в свое время, конечно, занимались этим объектом. Ну, вспомните, 2001 год Ленск ушел под воду, да, и наш институт полностью как бы был привлечен для восстановительных работ. Вы как сейчас помните, да, за летний сезон мы не только разработали проектную документацию, и все построили там такие квартала жилые. Ну, там прям комплексная Там застройка комплексно, шла, там да. Боярушка, Северная, там Чанчик 1, 2, 3. Но это касается индивидуально вот это, комплексно. Это связано с затоплением. А так в частном порядке можете обратиться, для нас никаких проблем. То есть, в принципе, готовы Да, разработать готовы проект разработать даже любой частного проект. дома, да? А что касается современных технологий, да, что бы вы, может быть, отметили из последнего, вот, из каких-то нововведений, может быть, Ну, проектной деятельности? конечно, жизнь не стоит на своем месте. Ежегодно у нас как бы требования усложняются, да, новые нормативные требования, новые материалы, технологии. Мы, конечно, следим за этим и, соответственно, вместе с этим со всеми развиваемся. Мгм. Но если говорить, да, о ближайшем будущем,
каком направлении будет дальше двигаться Якут-проект? Может быть, какой-нибудь назовете интересный проект в городе Якутске, который вы сейчас разрабатываете, и в скором времени его начнут строить? Сегодня что сказать, да? Сегодня у нас как бы действует вот этот федеральный закон ФЗ-44, вы знаете, да? И мы заказы получаем через торги. Конечно, заказы есть, бюджет у нас разного уровня работает, да и такие корпоративные заказчики есть, да. Но касаемо вот этого закона, я хочу сказать, да, это вот очень нехороший закон для наших условий Якутии, да. Когда у нас вечная мерзлота, сложные грунтовые условия, там, да, морозы такие, да. И вот ФЗ говорит, то дешево, и кто быстро, тот и побеждает, тот и получает заказ. Поэтому это очень опасное явление. Быстро, дешево проектировать в условиях наших сурового края. Поэтому я бы хотел отметить, да, ну вот этот, воспользуясь случаем, да, мы ведем работу, да, как-то там подойти нашим регионам чуть по-другому, да. Ну, сегодня мы работаем над то же самое, вот это объектами, я сказал уже, обеспечены, работаем над объектами разных уровней, интересных. Ну и крупные объекты сейчас мы занимаемся. Медицинский институт ЦВФО, это в городе Мирный. Это огромный комплекс. Вот, кстати, да. Да, огромный комплекс. Большой Очень интересный объект. серьезно. Да. Ну, будем ждать его реализации. Ну, то есть сейчас, да, действительно, такое есть, да, что проекты могут взять, например, благодаря аукциону, например, проектные студии из других регионов, которые, в принципе, могут особо не понимать условий, да, северных условий. Это же предоставляет определенную опасность. Да. То есть здесь нужны перемены, на ваш взгляд. А в каком направлении нужны перемены? Ну, как сказать, мы как бы являемся членами СРО, Северный проектировщик. Есть у нас такая организация, да, это как бы, где мы все проектные организации состоим. На уровне СРО мы эти вопросы, конечно, ставим, но это федеральный закон, он как бы сразу, конечно, не решится, но мы на уровне вот своего вот этот уровня предела республики все-таки ставим этот вопрос. Это требование нашего времени, будем так сказать. Если есть вопрос, значит, будет и ответ, да, в результате обсуждения. Будем надеяться, будет принято положительное решение. Иван Ильич, большое спасибо, что нашло время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем реализации больших, красивых объектов на радость жителей нашей республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.